Вы смотрите новости экономики на Якутия-24. В студии работает Иван Лазаренко. Минувший 2020 год стал для мировой экономики худшим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, глобальный ВВП сократился на 3,5% из-за объективных причин. В первую очередь это эпидемиологические ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Они ударили как по ведению бизнеса, так и по экономической динамике. Путин указал, что Россия впервые в современной истории прошла кризис без ужесточения макроэкономической и денежно-кредитной политики. Такая ситуация, по его мнению, свидетельствует о снижении зависимости от глобальной конъюнктуры. Также глава государства уверен, что основные проблемы удалось преодолеть. Об этом свидетельствует динамика внутреннего спроса и снижение уровня безработицы. Путин подчеркнул, что сработали меры по поддержке бизнеса и отраслей экономики. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что нельзя создавать суперльготные условия для бизнеса при инвестировании в новые проекты и перекладывать риски на государство. Глава Минфина также отметил, что механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений не должен применяться массово по всей стране. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса. Он отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились. При этом президент потребовал от правительства безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов. Российский лидер напомнил, что данная мера была анонсирована им еще в послании Федеральному собранию в прошлом году. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о гаражной амнистии. При этом в сам проект внесены важные поправки. В частности, в Земельном кодексе закрепляются гарантии для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Указывается, что инвалиды имеют приоритетное право на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Также ко второму чтению законопроекта предложили уточнить и срок действия гаражной амнистии. В случае принятия она заработает с 1 сентября текущего года, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу. Завершится гаражная амнистия может 1 сентября 2026 года. В целом, инициатива упрощает регистрацию капитальных гаражей и земли под ними. Для того, чтобы стать полноправным хозяином, гражданину нужно будет подать заявление о предоставлении участка под существующим объектом в местную администрацию и приложить любой документ, подтверждающий право на постройку. Далее местная администрация сама подаст заявление на регистрацию и земли, и гаража. При этом госпошлину платить не придется. В 2021 году пособие малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет можно будет получать в размере 50, 75 и 100% прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Размер пособий будет зависеть от доходов семьи. Если они составляют 50% прожиточного минимума, около 5500 рублей, то есть их недостаточно, чтобы выбраться из бедности, пособие назначат в повышенном размере 75% от детского минимума. Это порядка 8500. Если и этого недостаточно, чтобы доходы семьи поднялись до прожиточного минимума, пособие будет равно прожиточному минимуму на ребенка. Это в среднем 11 300 рублей. Как следует из проекта Минтруда, выплаты по 10 тысяч рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, не будут учитываться в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут учитываться дети-студенты. Сейчас при назначении мер поддержки молодые люди не включаются в состав семьи. На доход родителей делится только на несовершеннолетних детей. За прошедший год цены на компоненты для традиционного угощения на Масленицу, блины, выросли на 3%. Аналитики исходили из расчета необходимого объема ингредиентов для 4 порций. Так, для рецепта понадобится 200 граммов муки, 2 яйца, пол-литра молока, 3 столовых ложки масла, столовая ложка сахара и щепотка соли. Средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 77 рублей 40 копеек. Отмечается, что цены были изучены за период с 1 по 9 марта. При этом отмечается, что рост цен обусловлен повышением стоимости банки варенья и сгущенки к блинам. Их цена увеличилась на 2,9% соответственно. Неизвестный коллекционер приобрел Porsche, некогда принадлежавший Диего Марадоне, за цену в 3 раза выше начальной, рассказывает Роман Чуриков. За право впредь слушать звуки этого мотора неизвестный покупатель заплатил почти 500 000 евро.
Редчайший Porsche 911 Carrera 2, некогда принадлежавший Диего Марадонне, ушел с молотка на аукционе Bonhams за 483 тысячи евро. Это в 3 раза выше изначально установленной цены. Уникальность этого кабриолета не только в том, что таких было выпущено довольно мало, всего 1200 на весь мир, но и в том, что аргентинский футболист владел им в довольно малоизученный период своей карьеры. Машину он купил в 1992 году, когда выступал за Севилью, после того, как отбыл 15-месячную дисквалификацию за допинг. По Испании Марадонна гонял на этом Porsche 1 год, после чего вернулся в Аргентину, где купил себе более новую модель этой марки красного цвета, что подтверждают вот эти кадры. По ним же можно судить и о стиле езды футболиста. Примерно так же он гонял и на ушедшем с молотка кабриолете. С этой машиной связана типичная для Диего Марадоны история. Как-то раз полиция остановила его, когда он мчал на скорости 180 км в час, проехав до этого на красный сигнал светофора. Несмотря на такой стиль вождения футболиста, Porsche идеально сохранился. 20 лет машина пробыла на Майорке. После этого ей владели несколько французских коллекционеров. Пробег за неполные 30 лет порядка 120 тысяч километров. К этому часу у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.